Наркологи бьют тревогу, заявляя, что за последние годы увеличилось количество молодых людей, употребляющих синтетические наркотики. Если раньше наркомания была распространена среди лиц старше 18 лет, то сейчас наблюдается рост числа подростков, пристрастившихся к психотропным веществам. Фактически зависимость от синтетических наркотиков зафиксирована даже среди детей 10-11 лет. Это связано с тем, что запрещенные вещества легко доступны через интернет. Последствия на нервную систему очень плачевные. Очень часто к нам на ночные дежурства поступают люди, которые испытывают галлюцинации, какие-то бредовые, суицидальные мысли. То есть человек может совершать неадекватные поступки под воздействием этих наркотических веществ, вплоть до того, что он не понимает, где он находится, что происходит, испытывает выраженную агрессию, раздражительность, злость немотивированную, и, соответственно, уже постепенно формируется зависимость. Чтобы защитить подрастающее поколение, Министерство образования и науки усиливает профилактическую работу среди школьников. Для старшеклассников будет организована специальная программа, призванная рассказать им об опасностях синтетических наркотиков и их негативном влиянии на образ жизни. У нас есть специальная программа по здоровому образу жизни среди подростков. Мы планируем внедрить учебные часы в школах по противодействию наркотикам, начиная с 6 класса. Кроме этого, на регулярной основе проводятся классные часы на подобные темы с участием педагогов и родителей. В настоящее время в стране распространяются синтетические наркотики, такие как мефедрон. В то же время усилилась аптечная зависимость, когда подростки все чаще покупают препараты, содержащие психотропные вещества. С этой целью проводятся постоянные рейды по пресечению продажи сильнодействующих препаратов без рецепта. Также ужесточается борьба с рекламодателями лекарственных препаратов. Молодым людям надо знать, что уголовная ответственность за распространение и сбыт наркотиков наступает с 14 лет. Мы совместно с наркологами и педагогами проводим регулярные рейды. На местах объясняем о вредности этих психотропных веществ. Также мы помогаем молодым людям говорить «нет» наркотикам, то есть психологически поддерживаем. Чаще всего на подростков влияет среда, но каждый подросток должен осознать свои поступки и не наносить вред здоровью. Если здоровью тех, кто употребляет наркотические вещества, нанесен вред, то лица, причастные к продаже и транспортировке веществ, будут отправлены за решетку. Например, этот подросток, который хотел легко заработать деньги, уже год находится в тюрьме за сбыт наркотиков. Ходите на волю, цените волю. Все цените хотя бы одну секунду, как вы на волю ходите. А здесь попадете, что-то 4 стены, будете сидеть, здоровье пропадет. 2 часа будете смотреть на небо. Еще на небо, на голку выходит 4, где вы не были, вы 4 стены вокруг вас. На сегодня на официальном учете в Республиканском центре наркологии состоит более 7 тысяч человек. Среди них есть подростки. Стоит отметить, что по закону за сбыт, незаконное изготовление, приобретение, хранение и перевозку наркотиков предусматривается лишение свободы сроком от 5 до 15 лет, а также конфискация имущества. Эрмек Куренкеев, Асқар Маратов, ЛТР Бишкек.